Рахмон встретился с генсеком ОДКБ и призвал развитые страны не предоставлять убежище для лиц, обвиняемых в терроризме. Далее Рим Эмомали приговорен к 10 годам лишения свободы. ФСБ России возбудила второе уголовное дело против правозащитника Бахрома Хамроева. Парламент Эстонии объявил российский режим террористическим. Президент Таджикистана встретился сегодня в Душанбе с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Заси. Генсек ОДКБ прибыл в Таджикистан для участия в международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов», который проходит сегодня в столице. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана в рамках ОДКБ, текущие задачи организации, актуальные темы региональной и международной повестки дня, сообщает пресс-служба президента Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон назвал деятельность ОДКБ важным фактором обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Также президент Таджикистана призвал развитые страны мира не предоставлять убежище для лиц, обвиняемых в терроризме, но не назвал какой-то конкретной группы или организации. Он заявил, что необходимо разделять вопросы прав человека и проблемы экстремизма и терроризма. «Мы наблюдаем, что террористы и экстремисты благополучно используют институт беженца и злоупотребляют доверием развитых стран», заявил Рахмон. Некоторые международные правозащитные организации критикуют власти Таджикистана, которые ограничивают права и свободы человека в стране под предлогом борьбы с экстремизмом. Душанбе не согласен с таким утверждением. Основное внимание Эмомали Рахмон на конференции было уделено вопросам укрепления границы и угрозам, исходящим из Афганистана. По его словам, для укрепления границы с Афганистаном с таджикской стороны за последние 2 года построено 175 пограничных объектов и необходимо построить еще 300. Далее Рим Эмомали, известный таджикский журналист и блогер, который поднимал в своих репортажах социальные проблемы и указывал на недостатки чиновников, приговорен к 10 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф. Приговор журналисту был оглашен вечером 17 октября в СИЗО Душанбе. Эту информацию 18 октября подтвердили родственники осужденного журналиста. Саадулло Каюмзода, адвокат Далеры Эмомали, 18 октября также подтвердил информацию об оглашении приговора своему подзащитному, но предоставить другие подробности отказался. Родственники Далеры Эмомали сообщили, что помимо срока заключения суд наложил на него и штраф. Сумма штрафа пока неизвестна. Федеральная служба безопасности России возбудила второе уголовное дело в отношении правозащитника Бахрома Хамроева по статье об организации деятельности террористической организации. Об этом 18 октября сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Тимофея Широкова. Отмечается, что о новом деле стало известно во время продления меры пресечения в Мещанском райсуде города Москвы. Во время заседания суда следователь попросил продлить арест правозащитника на основании нового дела. Если раньше цеплялись за посты в Facebook, то сейчас цеплялись за его правозащитную деятельность. Так и прозвучало в ходатайстве следователя, что он оказывал помощь обвиняемым в терроризме, рассказал адвокат. Широков подтвердил, что Хамроев представлял интересы фигурантов дел о терроризме и общался с их родственниками. Якобы оказание помощи, правозащитная деятельность – это и есть организация деятельности террористической группы, пояснил Широков. Он добавил, что суд продлил арест правозащитника еще на 2 месяца. С 25 февраля защитник прав мигрантов, 58-летний Бахром Хамроев, содержится в московском СИЗО. ФСБ расследует в отношении него дело об оправдании терроризма из-за 6 постов в Фейсбуке, 2 из которых перепечатки и 1 ссылка на видео. Парламент Эстонии Рейки Гоулу принял заявление, в котором осудил незаконную аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим. Жестко осудив военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной территории, эстонский парламент заверил, что Таллин никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов.
Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру, как в Европе, так и во всем мире, цитируется заявление в сообщении пресс-службы Рейки Гогу. Парламент Балтийской страны объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, действием которого необходимо совместно дать отпор, и призвал международное сообщество принять аналогичные декларации. Рейка Гогу считает необходимым признать террористическими организациями вооруженные формирования, созданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганских областей, и частную военную компанию Вагнера.